Кадамский марафон в селе Кирчомье Усть-Кулымского района собрал почти 130 участников. Приехали даже гости из Сыктывкара. Спортсменам предстояло преодолеть 4 дистанции от 500 метров до 18 километров. Подробнее об этом расскажет Северин Арпа. Уже с утра к местному дому культуры стали подтягиваться участники предстоящей гонки. Она проходит в 4-й раз. Как и прежде, Кадамский марафон собрал всех, от мала до велика. Поэтому и дистанции, которые предстояло покорить участникам, тоже разные. Полкилометра для самых юных, а еще 3, 6 и 18. Последний забег для самых опытных с выходом лыжни на само озеро Кадам. Сама идея родилась не случайно. Кирчомье традиционно является одним из основных спортивных центров Усть-Кулымского района, особенно в части лыжного спорта. У вас тут старинная школа, да, лыжная? Здесь у нас есть лыжная база, есть сегодня освещенная лыжная трасса. Но, в конце концов, руководитель Федерации лыжного спорта нашего района сам родом из села Кирчомье. И поэтому с большим удовольствием он сам был одним из инициаторов проведения этой кадамской гонки. В этот раз гонка посвящена 45-летию Кирчомского филиала района ДЮСШ. На открытии соревнований и первый тренер спортшколы. Столько народу прошло, столько у нас было достижений. У нас были мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, а перворазрядников не сосчитать. Сестры-близнецы Ираида Попова и Нина Самарина завсегдатые Кирчомской лыжни. Участвуют каждый год. В этот раз бегут 3 километра. Я специально приехала из Сыктывкара, чтобы участвовать, чтобы немножко хоть поддержать Кирчомью, село Кирчомью, где я родилась, где выросла, где школу закончила. Очень приятно. Мы раньше ездили все время на лыжной стороне, когда в школе учились. Вы лыжница со стажем? Но можно. И вы тоже? Так. Я, да, можно так. Наша семья в основном все на лыжах участвовали, потому что нужно чем-то все равно заниматься. Здорово, что такие праздники есть. Конечно, без праздников. Да. Надо возобновлять все, что было раньше. У нас раньше гармошки было. В каждом доме по 3 человека играли на гармошке. Так было весело, так приятно. Пока участники готовятся к старту, на импровизированной походной кухне рядом с Домом культуры уже закипают 3 казана. Самый большой тот, в котором заварят чай на всех участников и гостей праздника. Сегодня у нас праздник. Готовим уху, готовим кашу с мясом гречневую, ну и чай, естественно. А вот уха из каких рыб готовится и что будет такое? Уха будет у нас из разной рыбы. Там у нас и сорти, и щука, и язи, лещ, и окушки. Вкуснее будет. Но это все пойманное вот где-то здесь. Все пойманное, да, нами. Тем временем на старт уже выходят спортсмены, которые побегут 18 километров. Поскольку участники разного возраста, то их выпускают на дистанцию с учетом возрастных гандикапов. В этом случае самый старший участник стартует самым первым, за ним выходят на дистанцию более молодые соперники. Остальные участники выходят на лыжню в масс-старте. Последними стартуют самые маленькие лыжники. Им предстоит пробежать 500 метров, но и это дается многим не так просто. Но при поддержке зрителей ребята с задачей справляются. Примерно через час на финиш выходят участники самого длинного забега. Как дистанцию, как прошли? Нормально. Отлично. Сегодня вообще отличная лыжня, идеально. Хватит хорошо, одно удовольствие. Устали? Еще бы пробежал. В этот раз победителем на дистанции 18 километров становится Алексей Уляшев. На лыжах он более 40 лет. Хорошая гонка, хорошая лыжня. Твердая лыжня, хорошая. Вы кого-то обгоняли или нет? Да, кто вышел впереди меня, 3. 3 обогнали? Да. По мнению организаторов и участников, Кадамский марафон должен со временем перерасти в нечто большее, чем просто лыжную гонку. С каждым годом растет количество участников и гостей, а значит, масштаб события тоже потребует смену статуса с районного на более высокий уровень. Северин Арпа, Дмитрий Булаев, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Усть-Кулымский район.